Татарский костюм очень тщательно изучается в Академии наук Татарстана. Поэтому сегодня мы с вами в гостях в Институте истории имени Марджани Академии наук Республики Татарстан в отделе этнографии. И хотелось бы вас познакомить со старшим научным сотрудником отдела этнографии, лауреатом Государственной премии Татарстана, заслуженным работником культуры Светланой Владимировной Сусловой, которая является автором очень многих книг о татарах, о татарском костюме. И сейчас она познакомит вас со своими трудами. Действительно, в Академии наук Республики Татарстан серьезно изучается татарский народный костюм. Первоначально этой проблематикой занимался еще ведущий наш ученый-татаровед Николай Юрьевич Воробьев. А затем уже, когда создался филиал Академии наук СССР в Казани, этой темой стали заниматься и другие исследователи. В частности, одним из таких исследователей, ведущих исследователей, является Рамзия Гниятовна Мухамедова. В 70-е годы и на протяжении 3 десятилетий костюму особенно уделялось большое внимание в связи с подготовкой историко-этнографического атласа татарского народа. Практически костюмом занимались 30 лет, собрали материал по всем регионам России. Самыми первыми книжечками, еще моими, допустим, в молодости изданными, это была книга «Татарские ювелирные украшения», издана в Казани. Затем уже в более расширенном таком академическом варианте вышла книга в Москве в издательстве «Наука. Женские украшения казанских татар». На основе этого фундаментального труда в последние годы издается серия и других монографий, как коллективных, так и индивидуальных. Материалы по костюму вошли в учебные пособия этнографии татарского народа. Материалы по костюму, серьезные материалы вошли в книгу «Татары», издательство «Наука». Книга издана в Москве в серии «Народы и культуры». Коллектив авторов этой книги и получила звание лауреата Государственной премии Республики Татарстан в области науки. Хотелось бы познакомить вас и с другим интересным изданием. Это фактически наш последний, завершающий том историко-этнографического атласа. Том называется «Этнотерриториальные группы татар Поволжья, Урала и вопросы формирования». Особая глава в этой книге посвящена и культурному ранированию татар на материалах народного костюма. Татарский костюм, как уникальная система народного художественного творчества, включал в себя изготовление декоративных тканей, сложных и богато орнаментированных головных уборов, производство различных видов обуви, а также высокохудожественных ювелирных украшений. Все элементы костюма выступали согласованно, сочетаясь друг с другом по форме, цвету, материалу изготовления, образуя единый стилевой ансамбль. Основополагающие элементы народной одежды издавна были общими для всех тюрко-татарских этнических образований, проживающих и в Татарстане, и на обширной территории Российской Федерации. Общим признаком донациональных форм татарской одежды является монументальность. И мужчины, и женщины носили длинные, широкие, туниковообразного покроя рубахи и длинную со сплошным остовом распашную верхнюю одежду. У женщин эту монументальность подчеркивали массивные нагрудные, накосные, наручные украшения и сложные, как правило, сочетающиеся с большими покрывалами головные уборы. В середине XIX века традиционная одежда у волго-уральских татар еще преобладала. Продолжали бытовать многочисленные комплексы костюма: казанско-татарский, мишарский, темников-сказеевский, лямберский, кузнецко-хвалынский и сергачский, кряшинские комплексы, заказанско-западно-закамский, елабужский, малькеевский, нагайбакский и зауральский, так называемый татаро-башкирский. Эти наряды различались не только в зависимости от территории, на которых они формировались, но и в зависимости от пола, возраста, социального положения и других факторов. Заметно различались городские и сельские вариации костюма. Большую роль в формировании богатой вариативности народной одежды
татар играли особенности этнической истории и социально-экономического развития татарского народа, а также природные условия, среда обитания, этническое окружение и, естественно, конфессиональная принадлежность. Определенное значение имела и территориальная разбросанность татар, обусловленная сложной историей народа в целом. Так, например, территориальная удаленность Мишарево-Ксурского междуречья, касимовских, астраханских, сибирских татар от татар казанских способствовали формированию у них, наряду с общеэтническими и местных особенностей костюма. Это преимущественно касалось одежды женщин, что объясняется их более замкнутым образом жизни и большей приверженностью к традиционным морально-этическим нормам. Народный костюм представляет собой символически знаковую категорию, своеобразный социокультурный код, передающий информацию из прошлого в будущее. Символ национального костюма – мужские тюбетейки, женские колпаки, способ повязывания женских платков по-татарски – активно используется в дни народных праздников и гуляний, светских, День города, День республики, мусульманских, Курбан-Байрам, Ураза-Байрам, а также в дни семейных торжеств, свадеб, юбилеев. В настоящее время традиционная сфера функционирования татарского костюма практически переместилась в область празднично-сценической и профессиональной деятельности. Формирование сценического костюма для современных фольклорных ансамблей в Татарстане идет по нескольким направлениям, которые соответствуют общероссийским и в целом современным мировым тенденциям. В одном случае используются фольклорные формы. Это натуральный, сохранившийся костюм, который в комплексе с народной песней, танцами, словесностью позволяет сохранить и передать специфические особенности определенной группы этноса. Такие фольклорные ансамбли активно бытуют в среде крещенных татар, сохраняющих свой традиционный костюм в качестве реликвий до настоящего времени. В другом случае используются так называемые вторичные фольклорные формы костюма. Имеется в виду здесь костюмы-новоделы, возрожденные на основе научных реконструкций. Такие костюмы чаще используются в хореографических постановках татар-мишарей и казанских татар, рано утративших свой традиционный костюм. Третье направление – это когда костюмы также выполняются на подлинной этнографической основе, но им присущ определенный монументализм, укрупненность специфических деталей, сохранение традиционного кроя. Важная роль отводится подбору ткани и традиционной цветовой гамме. Они, как правило, используются в торжественных хоровых и хореографических постановках национальных государственных ансамблей и связаны главным образом с городскими традициями казанских татар.